Для более 8 тысяч школьников и 800 педагогов района 1 сентября прозвенит первый звонок. Более 650 детей впервые сядут за школьные парты. Такие данные были озвучены на августовском педагогическом совещании, ключевом событии в сфере образования. Интересные экспозиции, сделанные с использованием даров осени, цветов и различных поделок, представили работники детских садов и школ перед Дворцом культуры. Официальной делегации в составе главы района Альфира Сабирова, заместителя министра спорта республики Сергея Алопина, начальника отдела государственных закупок Министерства образования и науки Республики Башкортостан Оксаны Антипиной, депутата Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Айгуль Гареевой и исполняющей обязанности заместителя главы по социальным вопросам и начальника отдела образования администрации района Гульнары Исанбаевой, воспитатели рассказали о деятельности своих учреждений, количестве педагогов и воспитанников. В профиле «Точка роста» по этой программе мы получили оборудование для кабинетов информатики, ОБЖ-технологии. В фойе Дворца культуры школы района продемонстрировали работы своих учеников и находки, привезенные с раскопок участниками военно-патриотических клубов. О мерах поддержки педагогов, условиях работы образовательных учреждений района и текущих проблемах рассказал в своем выступлении глава администрации района Альфир Сабиров. Как готовились к началу учебного года, рассказала в своем выступлении начальник отдела образования Гульнара Исанбаева. На подготовку к новому учебному году только на текущий ремонт было потрачено более 5 миллионов рублей. Также были проведены капитальные ремонты, замена окон в средней школе села Карнаскалы, деревни Улукулево, в детском саду Кабаково. Проведен капитальный ремонт системы отопления здания начальной школы деревни Улукулево. Кроме косметического и капитального ремонта, приобретены мебель и оборудование на 10 миллионов рублей. Библиотечный фонд обновлен на 9 миллионов рублей. Также Гульнара Максутовна ознакомила коллег с инновациями в системе образования. Речь, в частности, о рабочих и календарных программах воспитания, которые с 1 января станут обязательными во всех образовательных учреждениях. Также она рассказала о проекте «Пушкинская карта», призванном приобщить молодежь к культуре. Также в этот день педагогические работники, внесшие значительный вклад в развитие образования, были награждены грамотами и благодарственными письмами разных уровней. Отдельно отметили и наградили ценными подарками ветеранов педагогического труда, среди которых воспитатель детского сада «Малышок» деревни Улукулево Дания Харасова. Я даже не знаю, работа ли это быть воспитателем. Это, наверное, любовь к детям, ощущение того, что ты сам как ребенок. Это здорово. Я работаю здесь. Я еще долго буду работать и любить моих детей. Как я их воспитаю, как мне помогут родители, от этого будет зависеть и их судьба. Предыдущий год был непростым, полным ограничений и новых правил ведения образовательного процесса. Сами учителя сделали все возможное, чтобы начать новый учебный год в традиционном очном формате. 85% работников образования в нашем районе прошли вакцинацию. Это хороший показатель. Стремление повысить качество образования и воспитания объединяет сегодня всех. Этого хотят родители, желая своим детям лучшего будущего. И сами дети, взрослея, все больше понимают, какое значение имеет в их жизни образовательный старт. А образовательные организации стремятся максимально эффективно использовать предоставленные ресурсы, чтобы обеспечить высокие результаты обучения. Учитывая все это, нет сомнений в том, что благодаря общим усилиям наступающий новый учебный год будет успешным и продуктивным. Үземнең исемнән һәм башка коллегалар исеменнән дип әйтим инде зур сәламәтлек теләйм. Эшләрендә уңышлар, шатлыклар гына булып торсын. Алдагы уку елында шулай итеп матур итеп, шатлыклы күренешләр белән генә тәмамларга язсын дип беләм инде.